За первые полгода возросло число преступлений против несовершеннолетних, стало больше антикоррупционных дел. И только общими усилиями ситуацию можно обратить вспять. Такая позиция высказана на коллегии Следственного комитета. Профилактика преступлений – задача намного более сложная и важная, чем их раскрытие. Общество должно понимать, наказание необратимо. Об этом сегодня заявил Вячеслав Гайзер. Слово Максиму Васильеву. Криминальная статистика в Коми неуклонно идет вверх. За первые полгода о совершении преступлений граждане сообщали около 9 тысяч раз. В уголовную плоскость силовики перевели лишь каждое 10-е сообщение. Но и эта цифра из ряда вон, несмотря на серьезную раскрываемость. Тот цифровой материал, который свидетельствует о росте тяжких, особо тяжких преступлений, в первую очередь преступлений против личности, в тех условиях, которые сегодня складываются непростых, надо это сказать, прямо признать, и в экономике и страны, и республики, и в общественно-социальной жизни республики. Это те моменты, те проблемные направления, на которые действительно необходимо сегодня обращать особое внимание в выстраивании, в том числе, вашей работы. Изнасилований и убийств в Коми все меньше, зато серьезно прибавили в росте преступления против собственности, в основном кражи и грабежи. Несладкое детство и у несовершеннолетних. Здесь и истязания, и половые преступления, и даже доведение до самоубийства. Причем особое внимание следователи обращают на бездействие должностных лиц и родителей. В ряде случаев действительно просто нелепая ситуация. Ну а если так подвести общий итог, то причиной такого положения, наверное, бездушие взрослых по отношению к детям. Оторванность детей от реальной жизни. И чувство одиночества, депрессия, которая приводит к этому трагическому исходу. Коррупционные преступления – предмет отдельного разговора. Самыми громкими из них Николай Басманов назвал предстоящие процессы против Акифа Саядова и бывшего руководителя комитета лесов Василия Осипова и его замов. Подробности еще одного дела о взятке, теперь уже внутрирегионального Министерства внутренних дел, в Следственном комитете предпочли пока не афишировать для политкорректности. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.